В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 14 мая. Р-217 «Кавказ». Продолжается ремонт поврежденной федеральной трассы у села Ярыш-Марды. Инвестиции в образование. Контингент растет. 24 тысячи студентов. Общая экосистема университета сейчас находится, начиная от общего образования и заканчивая аспирантурой. Строительство нового кампуса Грозненского нефтяного университета набирает обороты. Юные чемпионы. Ребенок сам выбрал данный вид спорта. Останавливаться не собираемся, пока есть возможность, так скажем, и здоровье. В Татарстане состоялся детский турнир по тхэквондо памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров в режиме видеоконференции принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого. Совещание состоялось под председательством руководителя администрации президента России Антона Вайна. В рамках подготовки к юбилейной дате в республике запланирован масштабный культурно-просветительский цикл мероприятий. В их числе театральная постановка «Хаджи Мурат», всероссийская научно-практическая конференция «Лев Толстой и Кавказ», совместные музейные выставки, литературные конкурсы для школьников, а также экспозиции архивных документов о пребывании писателя в крепости Грозная. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт литературно-этнографического музея Льва Толстого в станице Старогладовская. Мероприятия направлены на сохранение и популяризацию культурного наследия писателя и его связи с Кавказом. Расчистка дорожного полотна, укрепление откосов, стабилизация грунта. Активными темпами идут восстановительные работы на участке федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» близ села Ярыш-Марды. Ситуация была серьезно осложнена сходом оползня после сильных осадков. О том, когда трассу вновь откроют, в репортаже Турпалали Тайсумова. На участке поврежденной дороги, проходящей близ села Ярыш-Марды, вовсю идет работа по устранению разрушений. Поручение, данное главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, выполняется оперативно. Завал расчищается, ведь это буквально жизненная артерия, входящая в состав федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Полностью закрыты в данный момент. Подмыв реки Чанта-Аргунхала, смыть пенерня. Участка более 10 единиц яныкю по поручению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Добьюч бабу бюйса дочь, бюйдаш бу, беллой шей баба хоуш бу, охтяник дядек, мин автодорас, ордина, уналдаша, контроль шабол добьюч бу. Участок дороги очень востребован, а потому рабочие трудятся посменно, чтобы никакой процесс не затягивался. Все будет восстановлено в еще лучшем виде, чем было прежде. Сейчас отсюда убираются куски бетона и прочие ненужные элементы. Полотно будет перенесено подальше от края, чтобы предотвратить потенциальные чрезвычайные ситуации. Экскаваторы и бульдозеры работают здесь круглые сутки. На этой стороне укрепляется берег, а со стороны трассы ведется выравнивание грунта с его последующей трамбовкой. Только после этого начнется полноценная укладка нового дорожного полотна. Все с соблюдением технологий строительства. Это позволит дороге прослужить очень долгое время. Укрепление берега, да, с бетонами закреплять, чтобы берег это и усиление жду. Тахок аура скосить расширение дорожного полотна яшу. Это безопасная зона херю, ливновая система херю, отбойника херю для безопасности. Бол хадал молодик добьет шабу, тяник йол шулеру ашту, не адика хербу шера, хербу хоза, хербу нахан, это хербу. Все, что необходимо строителям, будет предоставлено на каждом этапе работы, чтобы автолюбители вновь начали ездить по красивым горным районам без лишних забот. Турпалали Тайсумов, Саид Имин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. В Доме печати подвели итоги конкурса школьных сочинений «Аснейн Мата Даймох Кбюш». Он приурочен к юбилею детского журнала «Стелад». Своей работой представили более 30 учеников 4-6 классов грозненских школ. Победительницей стала Амина Визаева, пятиклассница первой математической школы имени Хамзата Ибрагимова.
Второе место разделили Алимхан Абаев и Абубакар Хастамиров, а третье досталось Ясмине Яхьяевой. Победителям и призерам вручили грамоты, памятные книги и годовую подписку на журнал «Стеллад». Хамзат Ибрагимов, Царахчу, номер ЦА математический из школы, Приолч класса, Дешер Хочун, Визаева Аминин. Активными темпами идет строительство последней очереди главного кампуса Грозненского нефтяного университета. Масштабы впечатляют. На площади более 80 тысяч квадратных метров разместятся новые учебные аудитории, комфортные жилые блоки и зоны отдыха. Главный акцент в проекте сделан на удобство студентов, доступную среду и современную архитектуру. О том, когда планируется торжественное открытие, в репортаже Мадины Кураевой. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова – один из ведущих вузов Северного Кавказа. Здесь готовят специалистов для нефтегазовой отрасли, строительства, IT и энергетики. Теперь он выходит на новый этап развития – масштабное обновление инфраструктуры. Сегодня на территории комплекса активно ведутся строительные работы. Основная идея, она была согласована и, так сказать, одобрена главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Здесь сочетается проектирование зон для учебного процесса, 2 блока общежития, очень мощная спортивная зона, зона отдыха. Пока здесь техника, котлованы и бетонные конструкции, но уже скоро появится современное образовательное пространство, объединяющее учебу, науку и комфортную городскую среду. Это будет такое интегрированное в среду города пространство, где главный атриум, который будет продолжен еще на 2/3, свяжет между собой 2 квартала, и это будет пространство открыто для города. То есть горожане, туристы смогут наслаждаться, скажем так, пространством нашего университета. В первую очередь это дополнительный аудиторный фонд. Честно говоря, мы сейчас немножко в стесненных условиях находимся. В этом плане повысится комфорт, добавится аудиторный фонд. И контингент растет. 24 тысячи студентов. Общая экосистема университета сейчас находится, начиная от общего образования и заканчивая аспирантурой. Это достаточно большой контингент. Проект предусматривает строительство нового учебного корпуса, общежития, а также благоустроенного пешеходного бульвара. Пространство будет открытое для жителей города и туристов. Появятся прогулочные зоны, спортивные площадки и общественные пространства. Еще одна особенность этого проекта находится под землей. Здесь появится современная парковочная зона, рассчитанная почти на 200 автомобилей. Это позволит существенно разгрузить центральные улицы столицы и решить проблему нехватки парковочных мест. Пока работы здесь на стадии котлована, строители готовят основания для будущего многоуровневого объекта. Строительство ведется поэтапно. Сейчас специалисты сосредоточены на возведении ключевых объектов. Работы ведут в соответствии с графиком. Особое внимание уделяется качеству материалов и безопасности. Сейчас на данном этапе идет работа завершения каркаса ЕЖ блоков общежитий, кладка стен из блоков. Идет завершение котлована блока Р и котлован блока С. Предстоит работа по кровле блоков ЕЖ общежитий и завершение котлована блока С. Завершить реализацию проекта планируют в 2027 году. После открытия новый комплекс станет современной площадкой для обучения студентов и еще одной точкой притяжения в столице республики. ГГНТУ продолжает развиваться, создавая условия для подготовки востребованных специалистов. Мадина Кураева, Алисхан Кацулов, Сайсели Мампукаев, Вести, Чеченская республика. В Грозном состоялся образовательный интенсив «Дальше вместе», объединивший школьные команды проекта «Дизайнеры образования». В центре внимания педагогов современные образовательные подходы и обмен профессиональным опытом. Участники разбирали практические кейсы, связанные с развитием школ и выстраиванием эффективного взаимодействия в коллективах. Завершилась программа в неформальной обстановке. Формат командных игр позволил закрепить полученные навыки и обсудить запуск новых инициатив.
Сегодняшнее мероприятие – это осознанный отход от привычного формата. Мы специально вывели команды школ из обычной классической рабочей среды, чтобы создать пространство для другого типа мышления и взаимодействия. В первой половине дня была серьезная содержательная работа. Во второй части мы осознанно исключили такой жесткий формат, чтобы дать командам возможность неформального взаимодействия. Именно в таких условиях формируются горизонтальные связи, создается доверие и возникают идеи, которые невозможно получить в формальной обстановке. Мы и дальше будем выстраивать систему, в которой каждый учитель, управленец, команда школы становятся субъектами изменений. И сегодняшний выезд – это один из инструментов создания такой новой культуры. Уже в 5-й столичной школе имени Зелимхана Кадырова подвели итоги проекта «Дизайнеры образования», призванного развить современную школьную среду. Главной задачей мероприятия стала презентация результатов работы школьной команды. Участники продемонстрировали идеи и практики, которые помогают сделать образовательное пространство комфортным и по-настоящему интересным для детей. Летом долгожданная пора для школьников, но вместе с тем и сезон опасности. Чтобы напомнить о правилах поведения на воде, сотрудники МЧС провели для детей мастер-класс. Базовые требования просты. Купаться только в разрешенных местах, использование спасательных жилетов и всегда находиться под присмотром взрослых. О чем еще важно помнить во время отдыха у водоема, в репортаже Дени Хамидова. Спасатели провели инструктаж, рассказав о местах, где можно купаться, а также продемонстрировали действия для оказания первой помощи утопающего. После школьники проверили свои силы. Данное мероприятие проводится совместно с Национальным центром помощи детям и с представителем уполномоченного по правам ребенка. Учениками было подмечено, что такого рода мероприятия усваиваются в памяти куда лучше с практикой, нежели с теорией. Круг куша, гайтар на практике, гайтар тхун, адман, первую помощь, моя ез, хочу уэджан, халуяккум чултя, первую помощь оказывание, гайтар тхун, дыхательный путиш, хайвалш гайтар тхун, мечалич, мекшдо, чена, гайтар тхун. Роль утопающего сыграл специально обученный водолаз, который показал и рассказал, как вести себя при чрезвычайном действии. В течение всего летнего периода будут проходить профилактические мероприятия для детей, направленные для культурного и безопасного поведения на воде. Данное мероприятие очень важное, особенно для учащихся, чтобы они знали, как оказывать помощь, правила поведения на воде и разрешенные, запрещенные места для купания. Мы им доводим, объясняем и говорим, как действовать в случае несчастных случаев. Основная задача таких акций – напомнить детям, что даже спокойный водоем может быть опасным. Спасатели отмечают, чем раньше дети узнают правила безопасного поведения у воды, тем меньше риск несчастных случаев. Спасатели напоминают, большинство происшествий на воде можно предотвратить, если соблюдать простые правила безопасности и не оставлять детей без присмотра. А такие практические занятия помогают школьникам не только запомнить важные инструкции, но и научиться правильно действовать в опасной ситуации. Ведь иногда именно эти знания помогут спасти чью-то жизнь. Дени Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. В Казанском спорткомплексе «Динамо» состоялся детский турнир по тхэквондо памяти первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. За звание лучших боролись юные спортсмены со всего Татарстана. Главные цели соревнований – патриотическое воспитание молодежи и популяризация здорового образа жизни. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Турнир по тхэквондо открылся громким приветствием атлетов. На татами вышли 137 спортсменов из Казани и набережных Челнов возрастной категории от 7 до 17 лет. Каждый из них готов показать свой лучший результат. Накал страстей такой, что слышно каждое движение. Спортсмены демонстрируют сильную и профессиональную подготовку. Их поддерживают родители и тренеры. Ребенок сам выбрал данный вид спорта. Останавливаться не собираемся. Пока есть возможность, так скажем, и здоровье, ребенок занимается и хочет очень. Всегда, если тебе нужен, если тебя обижают, тебе нужен спорт. И что, ты будешь стоять там, бить, что ли, тебя будут? Ну нет, должен давать сдачу ты тоже. В
Соревнования проходят в столице Татарстана и посвящены памяти первого президента Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. По лицам мы видим, что детям очень нравится, все счастливые, независимо, что выиграл, не выиграл. Я думаю, мы сделали очень хорошее мероприятие сегодня и очень правильное. Тесные связи между Чеченской Республикой и Татарстаном крепнут с каждым годом. Эти соревнования – результат крепкой дружбы. В Казань Чеченская Республика приехала не с пустыми руками. Для всех участников подготовили подарки – кепки с национальной символикой и известные сладости марзо. Кроме того, лучшие получили кубки и дипломы. Лимда Джамалдинова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Республиканском центре спортивной борьбы имени Буайсера Сайтиева прошел мастер-класс с участием известного борцов мирового уровня. Главным гостем стал олимпийский чемпион Разамбек Жамалов. Он показал технические приемы и поделился опытом с молодыми спортсменами. Также участие приняли олимпийский чемпион Джамал Атарсултанов, чемпион мира Аббас Гаджимагомедов и другие атлеты. Мастер-класс собрал большое количество юных борцов, тренеров и любителей борьбы. Участники получили возможность перенять опыт у титулованных спортсменов и потренироваться с ними. Для меня это было очень важно, когда я посещал, для меня это приносило очень много пользы. Когда я был ребенком, смотрел на выдающихся спортсменов, я очень сильно мотивировался, вдохновлялся. Я думаю, и для ребят будет так же. Желаем, чтобы они не теряли зря время, трудились, использовали все свои возможности, свое драгоценное время, чтобы быть полезным для своих родителей, для своего народа и всех своих окружающих. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнахта в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.